Беслан, вы сегодня привезли нам четвертую партию, да? Да. Артефактов. В каком количестве и какое значение они имеют? Сегодня мы привезли 606 экземпляров артефактов. Они происходят как с культурных слоев, разбитых по квадратам, так и из хозяйственных ям. То есть там всего было исследовано 711 комплексов, и вот мы до 300 номеров дошли. То есть практически, может, половину хозяйственных комплексов гамрузейского поселения, материалы, которые были там обнаружены, мы передали уже на постоянное хранение в музей краеведения Ингушетии. Переоценить значение этих материалов крайне сложно, потому что мы впервые за все годы исследований, археологических исследований на бытовых памятниках Ингушетии, мы получили в таком огромном количестве массовый материал, который свидетельствует о необычайно богатом опыте, в первую очередь, керамического производства древнего населения Ингушетии. Причем это относится не только к аланской эпохе. В первую очередь, это знаменитая кабанская археологическая культура. Культура, благодаря которой весь мир узнал о том, что такое Кавказ культурный. И когда даже смотришь на фрагменты той керамики, которую мы обнаружили в хозяйственных объектах, поражаешься мастерству, поражаешься богатству воображения древних гончаров, которые изготавливали эту керамику, поражаешься тому, насколько тонкое искусство отражено вот в тех изделиях, которые они изготавливали. И мы иногда слышим такие вопросы, а стоит ли вот сотни, тысячи вот этих фрагментов заниматься ими? Мы должны понимать, что это еще не массовое производство. Каждый предмет, он индивидуальный. Каждый предмет, он изготавливался под конкретного заказчика. То есть я мог там варьировать разные формы, разные орнаменты, разные их сочетания, в зависимости от того, что хотел видеть мой заказчик. То есть это еще не ремесленное производство. Это именно индивидуальное. Каждый, да. короче, Да. Какой-нибудь заказывал, мы делали, да, получается? Да. При этом они, конечно, соблюдали определенные традиции, потому что вот мы обратили внимание, что орнаментальный мотив, он идет, как правило, до середины высоты сосуда. Особенно больших сосудов. С чем это было связано? Судя по всему, они до половины своей высоты прикапывали землю. Для чего? Земля помогала сохранить, как холодильник, тот продукт, который хранился в самом керамическом. Керамика даже самого высокого качества, она все-таки пористая, а влага, которая в ней хранится, она через стенки проникает наружу, и вот этот конденсат, который образуется на стенках, он сам работает как холодильник. А вот тот период, была разница вот этих толщинностей? Они самые разные. Да? Начиная от таких миниатюрных сосудиков, которые, может быть, были для каких-то благовоний, заканчивая огромными емкостью по 100 литров, толщина стен которых доходит до 6, 8, 10 сантиметров. Огромные так называемые корчаги и пифосы, которые предназначались в первую очередь для хранения сыпучих, скорее всего, зерна, проса, для таких продуктов. А крупы, да. Которая вся была исследована, да? Все, что попадало под застройку, было исследовано, но территория городища, она намного больше той, которую мы исследовали. Потому что мы раскопали что-то порядка 12 тысяч квадратных метров. Но и в сторону гор, на юго-запад, и на восток, и на север, это городище, оно культурный слой продолжает идти. Просто у нас не было задачи, тем более на поддействующую федеральную трассу мы не могли копать. Нас даже не пустили ближе 6 метров к полотну дороги, потому что оно могло дать усадку, и там могли несчастные случаи. А там фактически где-то под полотном, возможно, там тоже? Оно есть, потому что оно как раз на удобном месте находится. По технологии, когда прокладывали эту дорогу в 60-е годы, они на такую глубину, как сейчас, они не снимали. Такого большегрузного транспорта не было, поэтому там требования по ГОСТам, по СНИПам были другие, и большая часть культурного слоя под старой действующей дорогой, она сохранилась. Беслан, а вот прошлый ваш приезд, когда вы нас застали при проведении выставки
Василий Прокофьевич, да? И вот мы тогда преследовали то, что вы сейчас сказали, насколько древен наш народ, древний пласт истории. Мы, значит, были на правильном пути, да? Абсолютно. Так, правильно. И Абсолютно. мы вам благодарны за это, за эти свидетельства нашей истории, которые вы передаете в музею, наш музей-заповедник Лиравско-Асинский, и сегодня управление, комитет По культурному культурного наследию. наследия, который усердствует сегодня и активизировала эту работу. Да, потому что Безмерно вам благодарны. те, что кости там хранятся, вот здесь их сюда передать, здесь есть условия хранения. Для них надо будет Вот создавать. этот вопрос хотела Да, задать. Целесообразнее, чтобы они хранились у нас в музее, или целесообразнее, чтобы их изучали музеи более высокого уровня, и они как музей, экспонаты из Республики Ингушетия сохранялись в сравнении с другими остатками? Не, Я у нас сказала, что мы сейчас привезем, не, поэтому. он все равно, люди ходят смотреть, например, на Мону Лизы во Францию, не в Ингушетию. Если в Ингушетии лежит этот скелет, это все, будут сюда приезжать, посмотреть, интерес будет. Если мы все будем отдавать экспонаты другие, у нас и так наши вот эти чернокопательские тоже раздали эти налево-направо во всех музеях С таким лежат. энтузиазмом, как нам стоит музей, и будет нам сделана к этому музею лаборатория, где мы сможем изучать и хранить, например, чтобы этот экспонат выставить на всеобщее обозрение, его как-то надо обработать, выложить в правильном порядке. Это должен делать специалист. Таких специалистов у нас в Ингушетии нет. Это вы знаете, это я знаю. Мы найдем специалистов. А вот главное, чтобы этот экспонат... Главное, был- чтобы этот экспонат был Был. в музее. Да. В подвале, вот куда Да. мы заносили Да, да, сейчас. да, да. Там Мы тут- нормально, если Да, мы да, там помним, вот там- история там нормально. Мы если послушать, но я не, корни не согласен передавать наши экспонаты куда-то. Пусть они это найдены у нас, Ну, потому что наши экспонаты находятся везде. Во всех музеях мира лежат наши экспонаты. А вот сегодня показывали вот золотую книгу, там, там найдено 1000 лет до нашей эры. Там она где-то в музее будет смотреть. То, что там написано Республика Ингушетия, у кого зрение плохого он вообще не увидит, а тот, кто просто интересоваться будет, он посмотрит. Поэтому все наши экспонаты должны быть у нас в музее. Хотим и не хотим, мы найдем специалистов, если надо будет, я даже правительству пойду, и председатель правительства, надо до главы дойду, они всегда найдут понимание. При том, когда будет делать музей, чтобы специалисты из музея, они контролировали, потому что вы знаете, какой, что должно даже быть. мы не знаем, какой должен быть музей, потому что мы с этим не сталкивались. Да, но по крайней мере вы хоть имеете понятие. Мы знаем, Да. что археология должна храниться отдельно от живописи, а живопись отдельно от архива. Это мы понимаем. Согласовывали все действия с директором, потому что завтра этот музей должен быть сейчас современный, потому что он последний строится. У всех многих построен там 10, 100 лет назад, 200. Он должен быть современный, красивый, светлый, чтобы Соответствующий. соответствует. И у было- меня как предложение каких-то наших специалистов, например, отправить работать к ним Да. в музей и посмотреть, как они работают, чтобы они потом у нас в музее работали. Вы знаете, Точно так же. я как раз, я звонил вам, Да. да? Да. Я хотел поехать как раз, посмотреть, снять, чтобы люди здесь видели, вот в каких условиях они работают, в каких условиях. Вот люди, которые нам помогают, наших, это, как раз нам надо организовать это встречу. Потому что многие... Ну, через немножко мы Да, да. чуть-чуть Я порядок имею в виду, наведем, нас потому что- затопили просто. Да, да, там есть технический момент. Просто я говорю, я специально какой интерес у людей появился. Привозим артефакты, и чтобы поехать, чтобы показать, вот откуда, кто нам помогает. Большая благодарность как Да. хранителей, Это- которые это все заносят, фотографируют. За это это вы делают. Это большая делаете большую благодарность. работу. Я Чтобы они нам понимаю, облегчили. вы большую работу проводите, и вот то, что они приносят и уже готовые, вам намного, Да, конечно, легче. потому что это надо вот несколько дней тратить, да, если Если не неделю. Несколько дней. Пояс- Какие я недели? хотел Ну, бы пояснить, если я Ну, смогу.
Вот Беслан, эта организация, это всекавказская организация, правильно? Да, А это вот обыватели наши думают, это что только одной республики. Не, Вот это беда Кавказ. наша. Я поэтому, Хитрые. вот, ну, надо иметь, я чтобы это не думали, я хотел поехать, Вот, правильно. посмотреть, показать видео, Вот. вот как раз откуда идет это. И вот этот череп, есть, который нашли. Все оказалось Очень- очень просто, да. знаете, с ним. И за него настолько переживали, что его привезли отдельно. Все остальные костяки в одних упаковках идет череп и все остальные кости. А этот они упаковали и везли вообще отдельно. Да, И они положили его отдельно, а я-то об этом откуда знал? Тем более, когда там сотни. Чисто человеческий фактор получился там. Ну, Уже самое реально. главное, что нашли череп, нашли Да. очень интересный череп был. Я его сегодня как раз показывал Магомеду, а у меня многие интересовались, те, которые очень переживают именно об этом черепе. И им я отправил фотографию, короче, то, что это. А когда он приедет? Примерно. Следующий раз, Следующая да? коллекция, Да, костяк А смотри, и череп. да. Только не Мы череп, не костяк. торопим, потому что нам надо с этим разобраться. Ну, я имею в виду, что У нас еще да, Костяк должен лежать в одном месте. То есть ну кости, Кости, да. а потом Там, череп. кстати, всего Нет, 11. он вместе. А, вместе с костями. Конечно. Все. 11 погребений, поэтому мы готовы передать все 11 костяков. И чтобы вы понимали, мы их даже не расчищали, как Чтобы не Скажем, испортить. его, Антропологи очень сильно ругали. Дело в том, Нельзя. что каждая мышца, на себе я могу показать, потому что это профессионально, я не боюсь этого полохаться. Каждая мышца, она имеет крепление. И когда не знающий человек, он даже более жесткой щеткой один раз пройдет, вот эти крепления мышечных оснований, они будут сбиты. И там очень много информации. Например, я не придавал значения, оказывается, вормиева косточка, так называемая. Если она вросшая, человек, значит, был глухой. А когда человек хорошо слышал, достаточно череп вот несколько раз повернуть со стороны в сторону, эта косточка выпадает, а она размером чуть больше, чем маковое зернышко. Я этому значения не придал бы, пока мне антропологи не сказали, смотрите, не крутите их влево-вправо, не переворачивайте, потому что она выпадает, и они, когда исследуют, они не могут ответить на вопрос. Она была нормально развита, он был тугоухий, он хорошо слышал, потому что в зависимости от ее формы и пропорций, это то, как человек слышал. А я откуда знал? Вот мы сотни таких черепов брали, и мы не обращали Я внимания. возьму коробку. Короче, мы привозим коробку, Да. Аккуратно все сложу как положено. да, и привозим и ставим Да, вы ее аккуратно. открыли, но трогать никому не давайте, хорошо? Сфотографировали, закрыли и Да, поставили. все, И не всё, и- переворачивать, да. не катать. А когда у нас музей будет, когда музей, Мгм. возьмем, закажем, какой нужен будет Стеклянный ящик, положим этот череп и все. Специальная витрина Да. есть. Но отдавать отсюда ничего не будем, потому что надо нам свое. Больше того. Пока бы технических новшеств не делали, музей должен быть музей. То есть главное в нем артефакт. Но Правильно? будем стараться, чтобы с вашей помощью будем эти объекты сохранять, и будем с вами консультироваться, и то, что мы в некоторых вещах, которые не будем понимать, вы нам все равно будете давать совет. Ваш богатый опыт мы будем использовать На благо республики. Да, на благо. Поэтому, Дарслан, вам огромное спасибо. Очень Вам огромное. спасибо. То, что вы это проделали работу, большое спасибо для Его просто это неровно сделали, неоценимое и он чуть откололся. для Две-три народа, части. для Она говорит, вообще все, кошмар, республики это отдельно, мы запаковываем. Понимали, Спасибо. изображение нанесено на золотую фольгу, толщина которой, вот шоколадки же лежат в фольге, вот они приблизительно одинаковой толщины. Вот те предметы, на которых есть изображение собаки, шакала, какого-то Дракона. волкодава, дракона, змеи, крокодила, это 4 украшения лошадиной сбруи. Они одинаковые, сюжет одинаковый, но каждый изготовлен персонально. Они по чуть-чуть отличаются. То есть это не штамп. Там грифон, вроде 4 Это грифона, 4 какое грифона надо разные. иметь мастерство, да? ювелирное? Это тот период был, что за технологии могли использовать? Вот, Ну что тогда, Так, спасибо хорошо, большое. тогда. Нежно, Это, может быть. Дарслан, будем ждать следующей партии. Может быть, там и чай Мне вообще не страшно. Береслан, как тебе? Находили вот такие кинжалы в своей практике? Мне очень жалко, что в ЦОРе, когда вот эти склепы разрушились, что там не было археологов с тем, чтобы по слоям вот это все разобрать.
потому что там была возможность проследить эволюцию и развитие кинжалов, потому что там есть очень ранние кинжалы. Да? Да, и сейчас это сделать уже нельзя, потому что никто не фиксировал. Все просто разобрали, сложили. То же самое одежда, то же самое вот... Ну, одежда там, Курхарцы. смотри, одежда там еще часть есть, вот, которые лежат. Курхарцы, да, они здесь находятся. Вот Точно вы так же. какую-нибудь одежду при раскопках Гамурзиева или находили? Вот? Нет было, да, одежды? У нас почему они сохраняются в склепах? Дело в том, что склеп, он закрытый, суть влага туда не попадает. Плюс есть сквозняк, и то, что клали на известковом растворе, известь, она Ну, как мумии, да, получается? там мумифицируется, поэтому они очень хорошо сохраняются. А в грунтах, если это не каменные ящики, опять же, если каменный ящик стоит на галечнике, то вода, которая проникает в него, она уходит дальше. Если он в глине, то вода задерживается в самом каменном ящике, и кости, и тем более изделия из ткани, они очень быстро разрушаются. И грабители, они все практически ограблены, 90% ограблены. Причем грабили современники, которые знали, что в этом погребении есть какие-то изделия, а в этом нет, потому что те они не трогали, а вот все погребения, в которых даже после грабителей были обнаружены золотые изделия, там изделия драгметаллов, они все ограблены. И получалась она камера с останками на большой глубине, и грунтовые дождевые воды, они все время туда попадали. Это наихудшие условия для сохранения тканей, кожи, поэтому... Просто годами она исчезала просто, Да. и все. Да. Вот мы получили очередную партию, уже 4-ю, артефактов. Это с Гамузеевской дороги по федеральной трассе. 600 предметов на имя. Ингушетии нужен новый музей. Много артефактов, очень много уже, поэтому нам нужен новый музей.